Артымда күнөс кана турат, теплица 30-40%ке баасы көтөрүлүп калышы мүмкүн. Анан быйыл помидор отургузам деп чечкен экен. Отургузуп аткан процессин азыр сиздерге көрсөтүп кетебиз, жанына барып. Кстати, насчет полива. Здесь у вас эти капельные ленты стоят. Да. Поливайте. Вы же в эти бочки добавляете удобрения, Да, лекарства. да. И Да, тут сажаете. шаг 20 сантиметров получается. Сюда сажаете, одну пропускаете, в третью сажаете, между ними 40. 40 И в шахматном порядке. Мы сюда опилки добавляли, чтобы ее разрыхлить. Вот так получается точечно, да, капает? Да, Именно прям для под растение. под растение, да, лишней воды никуда не уходит. Заливайте Как туда на- удобрение. В молочных заводах, да. Хымыз для Да. хымыз для помидоров, да? Биз жарым ай мурундан бери турецкий сорт деп айткан. Вот эти помидоры, они вот 10, такие будут, 12, да? да. Большие Ну, будут. Да? примерно с ростом человека. Биякта мындай лотоктор менен иштеп атыптыр. Саламатсыздар, урматтуу дыйкандар, урматтуу мекендештер. AgriLife KG YouTube каналында бүгүн биз помидор боюнча кезектеги чыгарылышын даярдап атабыз. Өзүңүздөр көргөнүңүздөрдөй, артымда күнөс кана турат, теплица. Бул теплицада өткөндө биз түндө келип орус тилинде чыгарылыш даярдаганбыз. Ээси менен таанышып, Данияр мырза менен анча-мынча суроо берип, сиздерге жооп тартуулаганбыз да. Бул күнөс кананын жанында дагы бир нече теплица турат. Бул жерде дагы помидор бадыраң өстүрүп келет экен. Азыр силерге ушу дрон учуруп үстүнөн көрсөтөбүз. Канчалык күнөс кана бар экен. Анан ичине кирип азыр сиздерге ушу отургузуп аткан процессин көрсөтөлү. Жүрүңүздөр. Эми өткөн чыгарылышта кандай суроолор болгон, кандай жооптор болгон, мен айта кетейин. Мынакей бул күнөс кана жайгашкан жери бияк жагы Бишкек, бияк жагы Сокулук. Айтор бир ортодо жайгашкан күнөс кана бул. Бул күнөс кана размери 30 сотук. 3 жыл мурун жасалган күнөс кана экен. 8 миллион сом кеткен дейт. Эми ал 3-4 жыл мурун болчу. Азыр бир 30-40%ке баасы көтөрүлүп калышы мүмкүн. 3 айдын тегерегинде жасагам дейт да. Эми буга чейин байкеси да бар болчу экен. Байкеси ушу күнөс каналары менен алек болгон соң мындай батыраак жасалган окшойт да. Анан быйыл помидор отургузам деп чечкен экен. Себа оборот болсун деп, ошо помидорду сээп көрөлү деп быйыл отургузуп атыптыр. 30 сотукка 8000 көчөт кетиптир. Азыр ошол 8000 көчөттүн отургузуп аткан убакыт экен. Мынакей артында көрүп атасыздар. Балдар иштеп атышат. Отургузуп аткан процессин азыр сиздерге көрсөтүп кетебиз, жанына барып. Андан тышкары бул жерде мынакей бул жердин капельный ленталар турат. Капельный орошение менен иштейт экен. Ошо капельный орошенияны да азыр сурап көрөлү, кантип колдонуп атат. Канча кетти могу лентага, 30 сотукка канча кетет. Бир силерге дагы бир ошол маалыматты бергенге аракет кылалы. Азыр барып жанына барып сүйлөшүп көрөлү. Мынакей урматтуу дыйкандар, биз отургузуп аткан процессине келдик. Мынакей Даниярга мишет берип бияка келип алдык, иштеп аткан жерине. Азыр бир нече суроо бере алалы, анан кетебиз. Өткөндө айтты эле, 8000 көчөттү ушул жерге отургузуп атам деп, жарымысын отургузуп коюптур. Мындай азыр дагы мындай крупный көрсөтүп кетебиз сиздерге. Азыр дагы бир 2-3 суроом бар, Данияр мырза, ошого жооп берип кетсеңиз. Вот когда вы сажали вот эти семена, вот эти стаканчики, вы какие технологии сажали вы? Можете рассказать? Обычно берем кассету, Кассету, да? торф, да, торф перемешиваем, сажаем семечко, поливаем. Вот это рассаде уже чуть больше месяца. Чуть больше месяца? Да. Вот потом с кассеты пересаживаем сразу в землю. Ну вы же в этом году впервые сажаете, да? Помидоры, да. Просто берете с этой почвой. Так вот. Вот так. Мы в прошлый раз тоже видели, как сажают помидор. Они вот так сначала делали лунку, да, вот такую дырку с помощью такого кола большого. Ну, мы такие не нашли, сейчас их нет. Да, потом заливали эту лунку водой и после потом сажали. Вы так не делаете, нет. Да? Мы сейчас посадим и будем шлангом поливать. Поливать будете, да? Вот, кстати, насчет полива. Здесь у вас вот эти капельные ленты стоят. Да. Вот поскольку вы купили эти? Цена? Да, цена.
метр 2,90. У нас в Бишкеке, да? Да. Получается бухта 2000 метров, 5800 стоит. Ну, везде по-разному. Где-то 3 сомы, где-то 3,5. А, Это иранская лента. 2000 метров, 2 километра. Да. За Стоит 5800. 5800, да. 5800 сомго на вот 30 соток хватило, да? Нет, 2 бухты ушло у нас. 2 бухты. Да, 4 километра. 11, Ну, у нас Тысяч. еще осталось. Где-то 3 километра сюда уходит. 3 километра. На 30 Да. соток 3 километра Да. ушло, да? Ну, это же капельная лента, и на огурцы же он подходил. Вы и Да. на помидоры также Мы просто используете, у нас была эта лента. да? Мгм. Мы 2 раза огурцы сажали, сейчас решили обновить. М, Потому что вот эти дырочки забиваются, Мгм. эмиттеры, и некоторые плохо пропускают воду. м. А вот вы вчера говорили, что будете вечером сажать часть, а сегодня вот днем. Это из-за погоды, да, вот так? Ну, решили? сегодня пасмурно, прохладно было. Из-за- Решили пораньше начать. А это просто условия работы, чтобы Да. было, да, комфортно, да? А так разницы нету, это ночью сажать или... Ну, днем жарко, просто для рабочих тяжело. Ага. И рассада сама тоже начинает вять. Вот насчет капельного орошения, капельной ленты, получается, вы сами, да, воду бурлили, сами воду? Сами скважину пробивали, да, бочку поставили. М, И из бочки насос у нас есть на подачу сюда. мгм. Краники, М. там магистральная труба. К ней подсоединяется вот капельная лента. Вот когда вы поливаете, вы же в эти бочки добавляете удобрения, там, Да, лекарства, да? Вот можете немножко коротко об этом рассказать? Скажем, вы в первую очередь сейчас вот Сейчас первый мы просто будем поливать водой. просто водой. Первый раз вы водой Да, польете, да? А потом уже пойдут корневые стимуляторы. Мгм. И там уже дальше по мере роста на каждой стадии там нужно свое удобрение давать. Там есть своя технология, да? Вначале, допустим, фосфор, Мгм. потом в конце калий, В конце концов. азот, да. То есть во время роста вот это фосфор, калий дадите, а потом, когда Не, уже поэтапно, уже когда будет плодоносить, там, по-моему, калий дается, если не ошибаюсь. Калий это На помидорах я вот пока еще у нас этот агроном же, да? помогает, да. М, Ну, примерно как и на огурцах. м. Фосфор, азот, калий. Рассчитываете, когда первые плоды Ну, получить? где-то ближе к концу сентября, начале К концу октября. сентября уже будет, да? Да. Плоды давать, да? М. Это вы говорили, что турецкий сорт. Да. Хорошо? Түйшігі көп, баба дыйқан эмгеги, ар бир үйгө токчулук. Бакыт жана кубаныч тартуулайт. Мол түшүмдүүлүк сыры Агростайлда. Агростайл. Дыйкандардын ишенимдүү өнөктөшү. Это получается вот здесь у капельной ленты есть свои дырочки, Эмиттеры, да? да, и вы по этим дырочкам ориентируетесь и Да, тут сажать. шаг 20 сантиметров получается. Сюда сажаете, одну пропускаете, в третью сажаете. Между ними 40. 40 И в сантиметров. шахматном порядке. В шахматном порядке будете Да. сажать, да? Да. А. Если я здесь посадил, то с этого ряда вот сюда посередине посажу. М. А вот здесь тоже же будет, да, поливать его, получается, да? Вот. Раз, одну пропустили, и вот 40 сантиметров. Огурцы также, да, сажали? А огурцы также. Вообще вот эту почву вы как готовили? Обычным способом, да? Мы сюда опилки добавляли, чтобы ее разрыхлить, чтобы она мягче Рыхлая была Да. земля, да? Более мягкая. Только И опилки? трактором, да. Хотели в этом году фацелию посадить, это сидират. Он улучшает почву. М, Когда она истощается, она ее восстанавливает. Но мы не успели чуть-чуть. м. У нас тут сорняки были, надо было почистить, мы не успевали. А так весной желательно сидираты сажать, горчицу, И вот там, такие растения, кукурузу, фацелию, да. такие растения, они улучшают почву, да? Да. А, Ну, вы же на помидоры перешли еще с целью, чтобы сделать севооборот, да? Да. Чтобы земля отдохнула от огурцов. Только одни огурцы сажать нельзя. Потому что те же самые болезни, вредители остаются, они уходят. Да? Из-за вредителей, да? Да. А почва сама И почва тоже истощается. истощается, да? Да. М.
Вот так, получается, точечно, да, капает? Да, Именно прям для под растение. под растение, да? Лишней воды никуда не уходит. Нет. Она же и как бы регулируется, да? Вот в определенное время определенные капли делать, да? Или у вас такого Нет, мы нет? включаем насос. Это Ага. сейчас самотеком идет, так что Самотеком. чуть-чуть это, да, почва сухая была. И сколько вы будете вот поливать вот таким образом? Всегда будете Сейчас мы ставить? включим каплю и плюс еще дополнительно шлангом будем поливать. Первый полив. Вот. Желательно еще от растения сантиметров 10-15. Рычаги чтоб- впустите, да? Корни, да. Хорошо, чтобы земля пропиталась. Классно. А вот сама, так как это теплица, здесь температура сейчас важна или не Сейчас важна? не особо. Ну, мы летом крышу красили специальной тепличной краской. Мгм. Она белого цвета, чтобы чуть прохладнее было. Тень создает. Тень создает, да? Ближе к осени она сама смоется. Этот поликарбонат вы красили сами, да? Да. Еще белой краской. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, бул 30 соток күнөсканага мындай капельный лента менен суу тамчылатып сугаруу боюнча помидорлор сугарылып атат. Азыр бизге Данияр мырза ушул капельный орошенияны кантип курганын, ушул жолдорун бизге айтып берет. Данияр, вот получается, вы же здесь сами, да, скважину делали, да? Да. Бурили, да? Да. Вот Расскажите? там справа скважина. Мгм. Ну, потом покажем. Вот бочка у нас со скважины вода идет. Зимой мы ее подогреваем, потому что холодной водой нельзя Мгм. поливать. У нас здесь стоит тен. И плюс еще в этом году мы внутрь бочки теплый пол добавили. Внутри бочки? Но он слабо греет, да. М. Ну, зато потребление электричества меньше. И вот получается отсюда у нас идет две секции. Одна на верхнюю часть теплицы, вот эта вторая на нижнюю часть теплицы. М. И вот отсюда пошла вода. Вот здесь у нас стоит насос. Насосом мы даем воду. Ну вот со скважины он, получается, от насоса отсюда. Нет, это уже с бочки С дает. бочки на вот эти Со скважины фитинги, он в скважине внизу стоит, да. да? М. Вот тут фильтр мы поставили. Вот этот фильтр От песка, от грязи. от грязи, Да. да, чтобы вода туда вот в капельные ленты не забилась, да, Не вот этот фильтр забилась, служит, да? И вы, получается, вот эти удобрения прямо в бочку да, Да. закидываете? Да. Прямо, да, размешиваете и там. Ну, вот у нас специальная мешалка есть, мы Ага. заказали. Заливаете Как туда на- удобрение. В молочных заводах, да. Хмыз Да, хмыз для помидоров, да? да. Ага. Растворяемые удобрения заливаем в бочку и размешиваем и даем по капле. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр. Ушундай чоң бочка сколько он? 8 кубов. 8 кубов. 8 тонн. 8 кубтук бочка. Ушундай капельный баягы фильтри турат, насостору турат. Анан кийин Ну, бул жерде ленталарды. на всю теплицу у нас 4 бочки уходит. Чтобы полить всю Всю теплицу, теплицу, да, 4 4 бочки, бочки, мы да? наполняем и даем это, секциями. за поделили на сколько 4. времени заполняется? За час 8 тонн. Ну, в принципе, недолго, да? Бул көчөттөр 1,5 ай мурун отурулган көчөттөр экен. Уже бышып бияка жерге берилип аткан кез экен. Мынакей. 1,5 ай мурундан бери турецкий сорт деп айткан. Мындай кассеталардын сколько стоит эта кассета одна? Кассета 40-45 сом. 40-45 сом. У нас здесь на рынке их Много кто продает. Өткөн чарылышта биз айтканбыз, бул теплица поликарбонат менен жасалган теплица, эсиңизде болсо. Поликарбонат, аябай көп поликарбонат кетиптир. Анан момундай ортодо темирлер турат. Вот эти сетки для чего предназначены? Какие сетки? Это не сетки, Это да, это шпагат, это к нему подвязывается растение. Мы их просто вверх закинули, чтобы они трактору не мешали. Это получается он примерно Мы их сейчас спустим и вот прям к помидору. прямо сейчас будете это делать? Нет, Когда вырастет, когда подрастет? чуть подрастет, когда время А подвязки вот эти придет. сорта примерно насколько она длинная может быть? Ну, это зависит все, сколько вы кистей хотите оставить. 5-6 кистей можно и выше. Вот эти помидоры, они вот 10, такие 12, будут, да? Да. Большие будут, Ну, да? примерно с ростом человека. Вот такие сорта, да, это? Да. Классно. Ну вот помидор, к примеру. Мынакей. Мына көрчүлөр. Только это Азыркы сорт отыр- черри мелкий.
Азыркы отурулуп аткан помидорлор мынакей. Бияқта өсөт Тут болсаңыз. другой сорт. Ну, ростом примерно такой будет. Ростом такой же. Мынакей ушундай помидор, бир бою ушундай болот экен. Бул эми башка сорт экен. Голландский сорт. Голландский сорт экен. Бул болсо турецкий. Ушундай бою ушундай болот экен. Он сам вырос с прошлого сезона. Прошлого сезона. Дикарь. Дикарь. Дикарь деп коет экен. Но он еще не дорос, да, наверное, еще будет расти. А Да? мы его голову отломали, чтобы он Специально. дальше не рос. А так могут еще дальше идти, да? Да. А почему такие сорта не захотели сажать? Ну, черри у нас так много не берут. Спросом не требуется. Черри они маленькие. Маленькие, да? В Вот основном эти, которые рестораны, да. Их Да. собирать тяжелее, дольше. работа кропотливая, да, Работа на нем? кропотливая, и Спрос на него не такой. такого объема у нас особо не требуется. Ну, мы их только вот в Это так для себя, кафешках домой, там. салат. салатах видим, да. А такие помидоры спросом пользуются больше, да? Биз азыр бул теплицада иштеп аткан балдар болгон суроолорду бердик деп ойлойм. Эми сиздер, урматтуу дыйкандар, силерде эгер өзүңөрдө суроо болсо, комментарийге жазыңыздар. Биз дагы бир келип кеткенге аракет кылабыз. Теплица иштеткен кишилер менен маек курганга аракет кылабыз. Сиздер ага чейин ушу комментарийге жазып, керектүү суроолоруңарды жазып койсоңуздар, биз ошолордун негизинде чыгарылыш даярдайбыз. Эми азыр болсо биз бул теплицадан чыгабыз. Жанында бир коңшу дагы, жанында бир кошуна да теплицалар бар. Ошол жака бир кирип карап көрөлү, эмне отурузуп атат, кандай иштеп атат, көрүп келели. Жүрүңүздөр. Ушундай күнөскана бар экен, бет маңдайында эле турат. Биякта көрүп атасыздар, башкача жол менен отурузулат экен. Ушул жерге быйыл деле помидор отурузулуп атыптыр. Былтыр бадыраң отурулган. Бирок тиги күнөсканага караганда биякта мондай лотоктор менен иштеп атыптыр. Буякта деле азыр караң кирип кетти, биякта деле эмки чыгарылса да биякта тартып кетели. Кандай отурулуп атат, кандай кемчиликтери бар, кандай артыкчылыктары бар. Бул жерге деле келип эмкиде тартып кетели.